Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба готовится к открытию своего 95-го юбилейного сезона. И откроет его новая постановка хорошо знакомой пьесы «Голый король» Евгения Шварца. Знакомой, но не прежней. За дело взялся приглашенный режиссер Тамерлан Дзуцев, заслуженный деятель искусств Южной и Северной Осетии и Чеченской Республики. Его имя хорошо известно на пространстве национальных театров. За плечами десятки спектаклей, признанных зрителями и критиками, участие в крупных фестивалях и тонкое чувство сцены, которое особенно проявляется в работе с классическим текстом. Наши взаимоотношения с Абхазским театром идут с 2002 года. И почему я знаю этот коллектив? И тогда были приглашения тоже, и тогда были разговоры о том, какие спектакли можно здесь ставить, когда ставить это все. Но опять же, стечение обстоятельств было такое, то в Абхазском театре руководство менялось, то у меня работа другая появлялась, и поэтому не состыковались. А сейчас вот как бы все звезды сошлись, можно сказать так. Пьеса, написанная в 1934 году, была впервые поставлена только спустя четверть века. С тех пор ее читали как сказку, ставили как сатиру, играли как притчу. Но всякий раз по-новому. Так будет и на этот раз. Режиссер уверен, повторов в театре не бывает. Практически любая пьеса, которая ставится в определенное время, она уже обновляет как бы не то что репертуар, но никаких повторений не может быть в этом плане, потому что та пьеса, которая вошла, я слышал про него, я видеть его не видел, но труппа здесь, которую я знаю, она очень сильная, очень талантливая, особенно старшее поколение. Для меня сейчас в характере вот этих артистов оно очень легко перекладывается, потому что вот эти гениальные артисты старшего поколения, которые могут это все так сыграть и так сказать эти слова, что я думаю, что ни одного равнодушного человека в зале не останется. Тот самый «Голый король» уже жил на сцене Абхазского театра. В нем играли корифеи, артисты, чьи имена вписаны в историю. Теперь новая труппа. В спектакле задействованы артисты 3 поколений, от ветеранов сцены до молодых выпускников. Дзуцев отмечает, что харизма, энергия и способность говорить с аудиторией важнее статуса. Он должен быть харизматичен для зрителя, потому что зритель идет на определенного артиста. Во-вторых, как говорю, его популярность этого артиста, можно сказать, в составе с этой труппы, и плюс еще в том отношении, что как зритель относится к этим артистам тоже. А про них я очень много уже знаю. Выбор артистов, он всегда, конечно, идет от роли, потому что просто ставить спектакль ради спектакля – это уже не те времена. Эти времена уже прошли, потому что сейчас ставят на артиста. Потому что если есть артист в театре, на котором можно ставить, к примеру, например, Гамлета, то надо ставить Гамлета. Если, например, есть артисты, которых можно ставить на героев Шварца, то тогда надо ставить. А вот герои Шварца здесь есть. Они могут выдать вот этот спектакль, вот опять же, своей игрой, своим отношением к этому спектаклю. И думаю, что это будет интересно. В оформлении спектакля сошлись два взгляда. Сценографию создает абхазский художник Гарри Доче, а костюмы приглашенный из Осетии Хох Бикоев. Визуальная концепция строится вокруг образа развалин времени. Модернистский стиль, аллюзии на власть, социализацию и внутреннюю свободу. Но главное — сохранить суть. Это история великой любви, которая стирает границы и соединяет сердца. При всем том, что происходит во всем мире, вот эти все катаклизмы, вот эти все, можно сказать, и политические, и природные катаклизмы происходят, мы забываем об одном чувстве – чувстве любви. Потому что, как бы ни трактовали эту пьесу, эта пьеса все равно о великой любви. Когда вот у любви нет никаких границ. Он просто разрушает все границы и дает возможность молодым людям объединиться. Будь ты принцессой или будь ты там пастухом-свинопасом. Все равно вот эта грань стирается, если есть вот это большое чувство любви. И ради любви они идут на все, практически на все. Почему? Потому что принцесса лишается своей короны, а пастух лишается, как говорится, своей работы. Но они объединяются. Это самое главное. А от зрителя, я думаю, мы ждем, во-первых, понимания того, что мы делаем, и, во-вторых, они уйдут отсюда с более веселым настроением.
Премьера «Голого короля» откроет юбилейный сезон Абхазского театра уже этой осенью. Пока театр готовится через читки, эскизы и встречи, но в воздухе уже чувствуется творческое напряжение и дыхание новой сцены. Заур Кварча, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ.